Предложения Сергея Гапликова по развитию Воркутинской опорной и арктической зон включены в протокол заседания Президиума Госкомиссии по вопросам развития Арктики. Совещание прошло в Москве под руководством вице-премьера правительства России Дмитрия Рогозина. Через развитие Воркуты наша республика получит выход к Северному морскому пути. Для этого предстоит продлить железнодорожную ветку до порта Арктур на берегу Карского моря. Это позволит многим российским предприятиям выйти со своей продукцией на перспективные рынки. Вот что глава региона сообщил в интервью нашему каналу по телефону. Учитывая транспортные возможности Воркутинской опорной зоны, ее сырьевая база позволит эффективно развивать коксохимию, энергетику, металлургию, целлюлозобумажную промышленность, промышленность строительных резинотехнических материалов и, конечно же, обеспечивать ресурсами другие регионы страны. Воркута имеет потенциал стать научно-техническим центром развития новых углехимических технологий, арктических телекоммуникационных систем, формирования и хранения и передачи базы данных, центром подготовки и адаптации кадрового потенциала для дальнейшего изучения арктической территории и освоения их ресурсного многообразия, а также изучение и освоение ресурсов шельфа Баренцева и Карского морей. Полигоном, конечно же, для отработки технологий утилизации накопленного экологического ущерба в Арктике. Глава республики предложил федеральным органам власти проработать включение в федеральную целевую программу развития транспортной системы России и инвестиционную программу РЖД проектов «Белкамур», строительство участков железнодорожных веток Воркута-Усть-Кара, Сосногорск-Индиго, автомобильной ветки Сыктывкар-Нарьян-Мар с подъездами к Воркуте и Салехарду. Весь этот потенциал роста на сегодня имеет серьезные сдерживающие факторы. Во-первых, это отсутствие автомобильного сообщения с другими городами России. Высокий уровень физического и морального износа муниципальных дорог общего пользования, аэропортовый комплекс Воркуты требует незамедлительной реконструкции. Во-вторых, Воркута является моногородом со слабеющей градообразующей основой и угрозами критического снижения добычи угля в условиях выработки запасов шахт, построенных более 50 лет назад. В-третьих, это отсутствие благоустроенной городской среды, избыточная изношенная инженерно-техническая инфраструктура, пустующий жилищный фонд, нерациональная сфера социальных и бытовых услуг в силу катастрофического снижения в 90-е и начале 2000-х годов в численности населения. Это, в свою очередь, приводит к избыточным расходам муниципального бюджета на содержание избыточной городской инфраструктуры, в том числе и на компенсацию выпадающих доходов ресурсоснабжающим и обслуживающим организациям. В-четвертых, это наличие серьезного накопленного экологического ущерба на огромных территориях, связанных с наличием отвалов горных пород, шламохранилищ, свалок, металлолома и строительного мусора. Важным моментом должно стать и поддержание действующих возможностей Воркуты с уже возведенной инфраструктурой, уникальным природно-ресурсным потенциалом, научной базой и туристическими возможностями, которые в августе отметили эксперты из Баренц-арктических регионов.